Память о них нетленна, подвиг их не забыт. Великая Отечественная война стала одной из самых страшных, самых кровопролитных и определяющих сражений для миллионов судеб. Ингуши наряду со всеми защищали Отечество и приближали великую победу. По официальным данным, всего на фронт ушли более 21 тысяч наших земляков. Из них добровольцами более 4 тысяч. Первым удар на себя приняла легендарная Брестская крепость. Ее последний защитник, наш земляк, герой Уматгирей Барханоев. Все добровольно. В числе первых защитников Отечества Ахмед Татарханович Майсагов. В 1937 году он с отличием окончил Сталинградскую авиашколу и стал летчиком. Война застала его в Ворошиловградской области в Украине. Его знали как бесстрашного воина, патриота и способного командира. Майсагова называли горным орлом. Его самолет появлялся там, где его меньше всего ожидали фашисты. За несколько дней он сделал 20 боевых вылетов, уничтожил 5 зенитных орудий, 27 автомашин, более 100 фашистов и 10 вражеских танков. 6 июля 1995 года Ахмету Майсагову присвоили звание Героя России посмертно. Гордость и слава нашему храброму земляку. Война подвигов и преодоления, война патриотов и защитников своего Отечества. В числе героев Рашид Бек Ахриев. Он был пилотом высочайшего класса. Отряд Ахриева выполнял полеты по маршруту Ленинград-Москва. Доставлял в блокадный город боеприпасы, продовольствие и медикаменты. Иногда на борту самолета находились и диверсионные группы, которые высаживали в тыл врага. Рашид Бек Ахриев покорял небо, бомбил вражеские эшелоны, участвовал в самых важных военных операциях. Свой последний вылет он совершил в январе 1942 года. После освобождения Ленинградской области самолеты были найдены. Останки погибших летчиков, среди которых был и Рашид Бек Чахович, захоронили со всеми почестями. Среди славных защитников Отечества Мурат Ахметович Оздоев. Он воевал на Западной, Сталинградской, Брянской и Втором Прибалтийском фронтах в составе 431-го истребительного авиационного полка. В сентябре 1941 года в воздушных боях на Орловском направлении летчик Оздоев записал на свой счет первый сбитый самолет противника. За период войны сбил в воздухе и уничтожил на земле более 25 самолетов врага, 30 танков, более 300 фашистов. В мае 1995 года за мужество и храбрость, проявленные в бою, Мурату Оздоеву присвоили звание Героя России. Мурат Ахметович также награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, первой и второй степеней, Красной Звезды. Гордимся нашим героем. Присвоить воинское звание Героя Российской Федерации Оздоеву Мурату Ахметовичу, младшему лейтенанту в отставке. Они были молоды и мечтали о мирном будущем. Война застала многих подростками. Сердца полные патриотизма и любви к родине заставляли воевать за страну и свободу. И неважно, какой ценой, здоровьем или жизнью. Еще одна гордость народа – Шервани Костоев. Он сражался с фашистами в Белоруссии, Прибалтике и Восточной Пруссии. Окончив Краснодарскую военную школу пилотов, ушел на фронт в 1942 году. Желание защитить Отечество было превыше всего. В 1944 году во время депортации ингушей в Казахстан многие солдаты ингуши были вынуждены менять имена и фамилии, чтобы остаться и продолжить воевать за родину. Один из них – Николай Дмитриевич Гайтукиев. Он ушел на фронт в сентябре 1942 года, служил связистом в 680-м стрелковом полку. Сталинградская битва, в которой он принял активное участие, была переломным моментом в ходе всей войны. Уже в октябре состоялся первый бой красноармейца, за что он получил свою первую награду – медаль за оборону Сталинграда. Мне обидно было с фронта уходить. От тех товарищей, которые со мной в окопах лежали, в открытом небе, под открытым небом мы лежали. Вот о ком мне больше душа болела. Я не мог их оставить во время войны. Они воюют, а я, как сказать, удалось мне убежать домой. Мне этого ни в голову не приходило. Еще одна гордость страны и нашей родины Ингушетии – Сафарбек Ларсаевич Плиев. Он принял участие во многих решающих сражениях Великой Отечественной войны, в том числе и в Курской битве. И именно ее исход положил начало успешного контрнаступления красноармейцев. Защитник Брестской крепости прошел всю Отечественную войну. Гордость и слава нашему земляку. Не считаясь ни с чем,
наши дорогие друзья, не считаясь Погибли так все. Погибли. Наряду с мужчинами подвиги совершали и женщины. Кандидат медицинских наук Асия Тутаева, внучка легендарного Бунухо Базоркина, известного генерала царской армии. Во время войны работала в госпитале. Машину, в которой она ехала, застали немецкие части. В бою Асият была контужена, а впоследствии легендарную горянку казнили. Ее сестра Нина Тутаева, капитан медицинской службы, с 1941 года до конца войны лечила раненых в военно-санитарном поезде, имеет боевые награды. Похожая военная судьба была и у военного врача Тамары Албагачиевой. Ляля Ужахова также добровольно ушла служить в артиллерию. Сначала была наводчиком, а потом и командиром орудия. Смелость и героизм. Великую победу встретил и Камбулат Гайсанов. В 16 лет ушел на фронт, попал в партизанский отряд и принял участие в Малгобекской оборонительной операции. В сентябре 1942 года был ранен и контужен, и после полученных травм не смог вернуться в строй. Камбулат Гайсанов награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Он до последнего дня оставался примером для подражания. Настоящим патриотом ветерана не стало в прошлом году, но память о нем в сердцах благодарных потомков навсегда. Так. Вот видите, дисциплина, чтобы была. И как бы это ни было тяжело, с каждым годом тех, кто приближал Великую Победу, в живых остается все меньше. Ветеран Великой Отечественной войны Магомед Бедаров – живой свидетель истории победы. В начале 1942 года был направлен в Белоруссию, дважды был ранен в составе пехотного отделения 47-й стрелковой бригады. Принимал участие в героической обороне Москвы. Ветеран удостоен ордена Отечественной войны первой степени, медали за отвагу и других наград. После войны фронтовик 27 лет проработал строителем, воспитал 3 сыновей и 6 дочерей. У него 28 внуков и 6 правнуков. В Украине. Вот, поэтому Алмяш могут захвачивать. Вот. Венчан долге ждал царя. Как говорили, наше дело правое, мы победим. Вот это самое главное. Хартию жнах дацвей. Вот. Сейчас события Великой Отечественной войны остались в далеком прошлом. Тех, кто приближал победу, не вернуть, но память о них жива. День Победы был и будет особенным праздником для нас. И сегодня понятие патриотизм, родина и честь на устах, как и много лет назад. Уже российские солдаты отстаивают интересы своей страны, и, как всегда, бок о бок с ними наши славные ингушские ребята. И все потому, что родина у нас одна, и для каждого она бесценна. Рина Цычоева, Новости 24.